Натля. Давно не виделись, всех с Новым годом. Сегодня мы продолжаем Пиарни Салем. Я уже здоровалась, всем салем, да. В общем, сегодня мы продолжаем учиться. Сегодня 3 и 4 сабак, урок. 1 класс, бірінші сынып. Учимся мы по этой книге «Казах тілі, бірінші сынып». Ссылку на сайт, откуда я беру все книги, оставила в телеграм-канале. Ссылка в описании под видео на телеграм-канал. Итак, это 3-й урок, у нас называется «Өзім туралы». Бұл не. Бірінші тапсырма, тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Бірінші тапсырма, тыңда, слушай, қайтала, повтори. Үлгі бойынша сөйлес, то есть разговаривай по примеру, согласно примеру. Девочка спрашивает: «Бұл не, что это?» «Бұл не, что это?» И яблоко отвечает: «Бұл кітап, это книга, бұл». Бұл это, то есть это. Бұл не, что это? Это что? Точнее, если прям дословно. Доп, мяч, доп. Текше. Это куб. Тут как бы еще у нас с левой стороны вы можете посмотреть все слова, которые нам понадобятся, когда мы работаем с одной страницей. Кітап. Это книга. Даптер. Это тетрадь. Қалам. Это ручка. И қарындаш. Тут я специально написала: карандаш у нас переводится как карандаш. Говорим, если быстро говорить, то карандаш. На казахском сестренка переводится как карндас. Буква одна, разница, то есть в одну букву. С и Ш. Карандаш — это карандаш, а карндас — это сестренка, карндас. И именно сестренка, то есть обращение карндас говорит брат, то есть мужской пол женскому полу, который младше. Карндас. Часто еще даже незнакомые мужчины, то есть мужской пол, может обращаться к девушке, если она младше, как карндас. И сынлі — это если сестра сестренке обращается. Такая вот разница. Специально ставила, так как тут одна буква, всего лишь разница. И я подумала, что, возможно, многие вспомнят это слово и захотят его использовать. В общем, к сестренке мужской пол обращается как карндас, а женский как сынлі. Пишется, то есть сынлі вот так, но часто говорит сынлім. И такое чувство, тут между н и л еще одна но на самом деле пишется так. Следующее. Тут екінші тапсырма, то есть мы отработаем диалоги. Тут, например, мальчик говорит: «Маған кітап берші», то есть «дай мне книгу». Больше, когда мы переводим на русский, это звучит больше как приказной тон, типа вот «дай мне книгу». Но на казахском «маған кітап берші», именно если вот это ш и прям четко сказать «маған кітап берші», то это как бы не приказной тон, а нормально. Больше даже, можно сказать, с точки зрения, как просит человек дружелюбно. Можно даже добавить, типа: «дай мне книгу, пожалуйста», «подай книгу». И девочка отвечает: «Мне ал», то есть вот, возьми, мне ал. Маған кітап берші, мне ал. А если это кто-то постарше вас, и вы младше, вы спрашиваете книгу, вы обращаетесь на вы, сіз. Вы — это сіз. И говорите «маған кітап», тоже те же самые слова, но вот тут окончание меняется. Вот, видите, берші, корень бер, дай. Ш и берші — это на ты, а берініші — это когда на вы. Можете дать книгу. Маған кітап берініші, мне ал. Ну, взрослый также вам отвечает, то есть вот бери. Тут у нас что еще? Тут должно быть қосымша тапсырма. То есть вот қосымша тапсырма, дополнительное задание. Қосымша тапсырма. Новые слова — это маған, мне, берші, дай, берініші, дайте, мне ал. Вот, бери. Тут такой диалог. Бұл не, что это?
кітап, книга. Бұл не? Қалам, ручка. Кітап, дәптер, қалам, беріңізші маған. То есть дайте мне книгу, тетрадь и ручку. Следующее, 4-й урок. Новые слова в 4-м уроке у нас нище, то есть вопросительный знак, как вы видите. Нище — это сколько? Нище. Минде — у меня, минде. Синде — у тебя. Бар, то есть что-то есть. И жок, чего-то нету. Тында қайталау үлгі бойынша сөйлесі. Тут у нас, как видите, цифры. То есть бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Итак, мы повторили все цифры, давайте посмотрим. Мальчик, то есть яблоко говорит алма, яблоко, алма. Синди нище топпар. Сколько у тебя есть мячиков, если так говорят. Синди нище топпар. И мальчик говорит, минде бес топпар. У меня есть бес топпар, 5 мячей. У меня есть 5 мячей. Минде бес топпар. Вы также можете любое слово тут заменить и количество и сказать что-то, если у вас есть, например, минде бір кітаппар. У меня есть 1 книга, допустим. И следующее. Сана сұраққа жауап бер. То есть считай, отвечай на вопросы. Нище болады. То есть сколько мячей будет, сколько доп, текше и карандаш. То есть куб, карандаши и мячей. Синде доп парма. У тебя есть мячик? И вы можете ответить я бар, да, есть. Или жок, нету. Вот. Сана — это посчитай. Я бар — это да, есть. Синде доп барма. У тебя есть мяч? Или синде нище доп бар. Тут должен быть пробел. Сколько мячей у тебя есть? Сколько мячей у тебя есть? Вот диалог. Давайте повторим. Вот. Салем. Синде доп парма. У тебя есть мяч? Я бар. Да, есть. Синде нище доп бар. Сколько у тебя мячей есть? Менде 3 доп бар. У меня есть 3 мячей. Маған бір доп берші. Дай мне 1 мячик. Мне ал. Вот, возьми. Рахмет. Нище доп? Сенде бар 2 доп. Менде бар 2 доп. 2 доп болады. Нище доп? У тебя, сенде, есть 2 мячей. У меня, менде, есть 2 мячей. 2 мяча, 2 мяча. 2 доп болады. Нище доп? Сколько мячей будет? Болады. Нище доп? Вот. На этом наше видео подошло к концу. Если понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях, что снять в следующий раз. Все материалы, которые я использую, будут в Телеграме. Эта презентация тоже, ссылка в описании под видео. Всем спасибо за просмотр.